Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Тема сегодняшнего урока «По одежке встречают». Кто знает продолжение русской пословицы «По одежке встречают»? Правильно, по уму провожают. Поэтому, чтобы быть умными, нужно получать много знаний, надо учиться самостоятельно. Поэтому сегодня на уроке мы узнаем, что такое глаголы неопределенной формы, почему они так называются, как отличить от глаголов другой формы. Научимся правильно писать мягкий знак в окончаниях глаголов. Неопределенная форма глагола отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». На конце у глаголов неопределенной формы пишется «ч», «ч», «ти». «Ч» с мягким знаком и «ти». Играть, что делать? Беречь, что делать? Нести. Играть, беречь, нести. Глаголы неопределенной формы. Неопределенная форма, потому что нельзя, невозможно определить род, лицо, число. Ничего невозможно определить. Поэтому называется неопределенная форма. Приведем примеры. Что делать? Слушать. Что делать? Стеречь. Что делать? Грести. Что сделать? Прослушать. Что сделать? Произвести. Что сделать? Сберечь. Ребята, запоминаем, когда мы задаем вопрос «что сделать?», пишется приставка «с». Слышим «з», пишем «с». Приставки «з» не бывает. Нужно запомнить это правило. Упражнение 405. Прочитайте пословицы, чему они учат. Аккуратность человека красит. Кто аккуратен, тот людям приятен. Где аккуратность, там и опрятность. Аккуратный не подведет. Не думай быть нарядным, а думай быть опрятным. Эти пословицы учат нас быть опрятными и аккуратными. Упражнение 406. Сравните пары глаголов. На какие вопросы они отвечают? Можно ли у этих глаголов определить число и лицо? Одевать – одеть, раздевать – раздеть, одеваться – одеться, раздеваться – раздеться. Они отвечают на вопросы, что делать, что сделать. Лицо и число определить невозможно. Упражнение 407. Ознакомьтесь с основными правилами хорошего вкуса. Выпишите глаголы в неопределенной форме. Одежда должна соответствовать возрасту. Одежда должна отвечать своему назначению. Все предметы и детали одежды должны сочетаться друг с другом. Нужно беречь одежду и следить за ней. Глаголы в неопределенной форме. Соответствовать, отвечать, сочетаться, беречь, следить. Упражнение 408. Поставьте глаголы третьего лица в неопределенной форме. Обратите внимание на первый пример образец. С любыми двумя глаголами на «ся» составьте предложение. Пришивает – пришивать. Надевает – надевать. Стирает – стирать. Расстегивает – расстегивать. Застегивает – застегивать. Что делает – зашивает. Что делать – зашивать. Завязывает – завязывать. Что делает – носит. Что делать – носить. Гладит – гладить. Чистит – чистить. Ходит – ходить. Он что делает? Учится. Нужно что делать? Учиться. Он что делает? Занимается. Нужно что делать? Заниматься. Она что делает? Волнуется. Не нужно что делать? Волноваться. Он что делает? Беспокоится. Не надо что делать? Беспокоиться. Она что делает? Одевается. Тепло что делать? Одеваться.
и предложения. Зимой нужно тепло одеваться, чтобы не замерзнуть. Хорошо учиться – задача каждого ученика. Страница 49. Учимся применять правила. Запоминаем новое правило. Прописание тя, когда мягкий знак пишется, когда не пишется. Задаем вопрос, что делает, учится. Если глагол третьего лица настоящего времени, то мягкий знак не пишется. Что делать? Учиться. Неопределенная форма, а у глаголов неопределенной формы мягкий знак пишется всегда. Мы об этом уже говорили. Подробно прочитайте это правило на странице 49 в учебнике. Слушай, Пятачок, ты что-нибудь понял? Я что-то ничего не понял. Еще один простой способ. Нужно задать вопрос. Он что делает? Трудится. Когда мы задаем вопрос, у вопроса есть мягкий знак? Нету. Значит, в ответе тоже мягкий знак писать не нужно. Надо что делать? Трудиться. У вопроса есть мягкий знак? Есть. Значит, в ответе тоже нужно писать. Вот теперь понятно. А тебе понятно? Учись, Пятачок. Что делает? Не пишется? Что делать? Пишется. Страница 49, упражнение 409. Выполняем устно. Сравните предложения, попробуйте применить правила. Упражнение 409. Сравните предложения. Объясните написание мягкого знака в глаголах «нося». Сестра старается одеваться модно. Старается что делать? Значит, одеваться с мягким знаком. Мама всегда одевается по сезону. Мама что делает? Третье лицо. Поэтому мягкий знак не пишется. Бабушка заботится о дедушке. Что делает? Заботится. Третье лицо в настоящее время. Мягкий знак не пишется. Нужно заботиться друг о друге. Нужно что делать? Значит, глагол неопределенной формы. Мягкий знак пишем. Брат готовится поступить в университет. Брат что делает? Готовится. В настоящее время третье лицо, мягкий знак не пишется. Надо хорошо готовиться к урокам. Надо что делать? Значит, пишем мягкий знак. Максат тренируется в спортзале. Что делает? Третье лицо, настоящее время. У вопроса нет мягкого знака и у ответа тоже нет. Нурлану надо много тренироваться. Много что делать? Глагол неопределенной формы, поэтому пишем мягкий знак. В этих предложениях глаголы даются в неопределенной форме и в третьем лице настоящего времени. В глаголах неопределенной формы одеваться, заботиться, готовиться, тренироваться пишется мягкий знак, потому что они отвечают на вопрос, что делать. Упражнение 410. Сравните пары глаголов. Объясните, чем они различаются по смыслу. Подберите к ним существительные и составьте с любой парой полученных словосочетаний предложения. Застегнуть пуговицы, расстегнуть пуговицы. Одеть куклу, раздеть куклу. Завязать шнурки, развязать шнурки. Обуть ботинки, разуть ботинки. Чтобы снять кроссовки, нужно развязать шнурки. Перед входом не забудьте разуть ботинки. Глаголы различаются противоположным значением. Упражнение 411. Прочитайте сочинение ученицы. Выпишите глаголы в неопределенной форме. Менять, разделить, заботиться, видеть, следить, определить. Упражнение 412. Выпишите из сочинения ученицы выделенные глаголы. Укажите их число и лицо. Поставьте глаголы в неопределенной форме. Живем – жить, меняется – меняться, влияют – влиять, считают – считать, проводим – проводить, живут – жить, любим – любить, любят – любить, видят – видеть, надевают – надевать. Читаем текст упражнения 413. Все знают пословицу «по одежке встречают, по уму провожают». Первое впечатление о человеке
часто зависит от того, как он одет, как держится. Нужно стараться быть всегда аккуратно и опрятно одетым. Надо бережно относиться к своей одежде и обуви, самому следить за ее чистотой. Обувь следует чистить даже в дождливую погоду. Когда вы ходите из дома, обязательно посмотрите на себя в зеркало. Все ли в порядке? В школу надо ходить в школьной форме. Дома переодеться в домашнюю одежду. Гости принято одеваться нарядно. Человека делает привлекательным не только красивая внешность, но и аккуратность. Найдите ключевые слова существительные, сформулируйте основную мысль текста, укажите его стиль и тип. Ключевые слова: впечатление о человеке, одежда, обувь, чистота, аккуратность. Основная мысль: надо быть не только привлекательным, но и аккуратным и опрятным. Стиль художественный, тип рассуждения. Работа в группах. Укажите количество глаголов в неопределенной форме в первом абзаце. 3 глагола, во втором абзаце тоже 3 глагола. Выпишите из первого абзаца глаголы на «ся», поставьте к ним вопросы. Что делать? Относиться, стараться. И глаголы на «ся» второго абзаца. Что делать? Одеваться. Что сделать? Переодеться. Сформулируйте один тонкий вопрос к первому и ко второму абзацу. Какую пословицу все знают? В чем нужно ходить в школу? Сформулируйте один толстый вопрос к первому и второму абзацу. Почему нужно стараться быть аккуратным и опрятным? Почему нужно правильно подбирать одежду? Укажите верные или неверные ответы. Начальная форма глагола называется неопределенной формой. Верно. Надевают, одевает, носит глаголы в неопределенной форме. Неверно. Глагол в неопределенной форме отвечает на вопросы «что делать», «что сделать». Верно. В глаголах в форме третьего лица перед «ся» пишется мягкий знак. Неверно. В глаголах неопределенной формы перед «ся» пишется мягкий знак. Верно. Упражнение 414. Составьте синквейн к слову «форма». Первая строка «форма», вторая строка «школьная», «спортивная», третья строка «надевают», «носят», «украшает», четвертая строка «в школу надо ходить в школьной форме», пятая строка «одежда». Учимся самостоятельно УС. Составьте текст рассуждения по пословице «по одежке встречают, по уму провожают».